В Якутии с рабочим визитом находится руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Сразу по прибытию в Якутск он осмотрел филиал аэронавигации Северо-Восточной Сибири федерального предприятия «Госкорпорация по организации воздушного движения». Он ознакомился с работой регионального центра единой системы организации воздушного движения, а также районного и аэродромного диспетчерского центра. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Представители Росавиации оценили новые возможности центра. В первую очередь, это его оснащение современной автоматизированной системой, позволяющей диспетчерам в лучших условиях управлять авиатранспортом в воздушном пространстве. Тут мы обслуживаем воздушные суда, в основном, которые пролетают через нашу республику с запада на восток, либо наоборот. Основной состав около 13 человек. Но сейчас у нас в основном все сектора объединены и работает 7 человек. Работа очень ответственная, да. И надо постоянно вести контроль воздушных судов. Диспетчерский состав здесь молодой. В основном ребята до 30 лет. Они проходят и постоянную тренировку ко всяким внештатным ситуациям. От гололеда до отказа двигателя. В полете может случиться все, что угодно. И диспетчер должен быть к ним готов. Здесь они отрабатывают упражнения от начала запуска до взлета и от начала посадки до заруливания на стоянке всех типов воздушных судов, которые летают и вылетают на аэродроме Якутск. Есть стандартный случай, вылет, прилет, есть случаи, которые аварийно можно создать. И диспетчера на этих упражнениях отрабатывают свои навыки. Филиал перекрывает площадь более 4 миллионов квадратных километров, имеет большую сеть воздушных трасс и маршрутов обслуживания воздушного движения, в том числе обслуживает международные линии. Новый укрупненный якутский центр был открыт в декабре прошлого года. За это время диспетчера освоили навыки работы на новых автоматизированных системах, которые помимо своего удобства повышают безопасность полетов. Система у нас абсолютно новая. Весь диспетчерский персонал допущен к работе на этой новой системе. Систему мы доработали для своих требований. Эксплуатационная бригада отработала замечательно. В течение года отработали с производителем оборудования. Центр работает с использованием английского языка, так как он обслуживает международные воздушные линии и аэродром в том числе. Якутский филиал стал предпоследним в масштабной программе Росавиации, где с 2008 года подобные центры создаются по всей стране. Завершающим этапом этой программы станет строительство в конце года еще одного подобного центра в Санкт-Петербурге, отметил руководитель Росавиации. Масштабная программа создания и оснащения укрупненных центров управления воздушным движением, которая позволяет создать такой купол, условный купол устойчивого управления, обслуживания воздушного движения над всей территорией Российской Федерации и за ее пределами, там, где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на Российскую Федерацию. Создание укрупненного центра в Якутии – это было правильное решение. Сейчас все показывает об эффективности работы. Только в этом году якутские авиадиспетчеры укрупненного центра обслужили уже более 36,5 тысяч полетов, почти 65% из которых приходится на внутренние авиалинии. При этом, отметил Нерадько, во время пандемии, когда резко сократилось количество международных и транзитных полетов, как в России, так и в Якутии, российские компании стали летать более активно. Сейчас количество перевезенных пассажиров на внутренних линиях подошло к уровню доковидного 2019 года. Ульяна Шагина, Джулус Накентьев, Якутск.